Рахмат, урматтуу депутаттар, сөз бергениңиздер үчүн. Мен башында айткандай эле бүгүн мен чегара жөнүндө вообще сөз кылбайм. Мен өзүм билдирүүмдү орус тилинде, расмий тилде даярдадым эле. Ошол расмий тилде билдирүүмдү айтып койгонго уруксат этиңиздер. Уважаемые депутаты, гарантии и независимости и неприкосновенности депутата Жогорку Кеңеша регламентируется Конституцией Кыргызской Республики, законами о регламенте ЖК и о статусе депутата, и также находится под защитой народа и государства. За оскорбление депутата ЖК, равно клевета в отношении депутата, либо распространение информации о его депутатской деятельности в искаженном виде, а также иные посягательства на депутата, виновные лица несут ответственность, предусмотренную законодательством КР. Следует также отметить, что независимость и неприкосновенность депутата предполагает его свободу от чьих бы то ни было указаний, возможность беспрепятственного осуществления полномочий, недопустимость неправомерного вмешательства в его деятельность, свободу от различных форм группового давления, партийного, корпоративно-регионального и так далее. Депутат наделяется независимостью и неприкосновенностью для того, чтобы он мог адекватно выполнять политическую волю избравшего его народа. А теперь по существу вопроса. 5 марта 2025 года на общем собрании ЖК КР я как гражданин, аксакал, депутат ЖК КР, выполняя волю избравшего меня народа, выразил свою позицию по проекту известного нам всем соглашения. Хочу подчеркнуть, что я выразил свою независимую депутатскую позицию, а не позицию фракции. В связи с чем лидер фракции Мануру Ашимова созвала экстренное заседание фракции, где заявила, что Айджигитов не согласовал содержание своего выступления с фракцией и якобы подставил фракцию, так и не объяснив, в чем суть подставы. После чего Ашимова внесла предложение исключить Айджигитова из фракции. Депутаты Ашимова, Раимбачаева, Айдар Алиев проголосовали за, Мамасадыков воздержался, а я проголосовал против. Здесь необходимо заметить, что ни в одном документе, регламентирующего деятельность депутата, нет обязательного согласования содержания выступления депутата с фракцией, ибо это противоречит всем законам. А 10 минутами фракции депутат может использоваться для выражения и своей точки зрения, а не только фракции. В этот же день был составлен протокол решения фракции о моем исключении со ссылкой на статью 12 Закона о регламенте ЖК. Однако, самое интересное в том, что согласно статье 12 этого закона, регламентирующего полномочия лидера фракции, у лидера фракции нет права и полномочий инициировать или ставить на голосование вопрос об исключении депутата из фракции. Ни в одном НПА, регламентирующей деятельность ЖК, нет такого понятия, как исключение из фракции. Что касается положения фракции, то оно не должно противоречить вышеуказанным законам. Несмотря на отсутствие таких полномочий, Ашимова своим волюнтаристским решением вынесла на заседание фракции вопрос об исключении из фракции депутата Айджигитова. Подчеркиваю, за его независимое выражение своей депутатской позиции, что является вопиющим нарушением конституционных гарантий независимости и неприкосновенности депутата ЖК КР. Тем самым Ашимова совершила умышленное преступление, превысила свои должностные полномочия, посягнув на конституционные права депутата, гарантии независимости и неприкосновенности депутата, предусмотренные законодательством. Данное деяние Ашимовой соответствует признакам состава преступления, предусмотренной частью 3 статьи 338 Уголовного кодекса «Превышение власти», и наказывается штрафом от 10 тысяч до 20 тысяч расчетных единиц, или лишением свободы от 5 до 7 лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности, либо заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет. Кроме того, Ашимова, пользуясь, злоупотребляя своим должностным положением, занимается служебным подлогом. И это может подтвердить ее зам Мамасадыков, если нужно, и это тоже ее преступление. На основании вышеизложенного требую: первое — отменить незаконные решения фракции Мануру. Второе
Ашимовой принести публичные извинения перед Айджигитовым. Третье. Ашимовой добровольно сложить полномочия лидера фракции Эйман Нуру, как не имеющего ни морального, ни юридического права занимать эту должность. Думаю, этого будет требовать и народ. В противном случае эти требования будут реализованы через Генеральную прокуратуру КР с соответствующими последствиями. Благодарю за внимание.